Здравствуйте, меня зовут Седалищева Анна Афанасьевна, я педагог Центра дистанционного обучения детей-инвалидов Республики Саха-Якутия. Я создала электронный курс «Путешествие в страну Олонхо». Олонхо – это шедевр, всемирное наследие ЮНЕСКО. Олонхо Дойдутураян – это путешествие в страну Олонхо. Я, можно сказать, начинаю готовить слушателей Олонхо. Исполнять Олонхо – это целое творчество. Это надо иметь талант, чтобы стать Олонхосутом. Но слушать Олонхо тоже надо уметь, поэтому я создала этот курс «Знакомство детей с героическим эпосом Олонхо». Здесь библиотека у нас имеется. Поместила я несколько Олонхо, переводы на русский язык. Очень удобно открывать эти страницы, потому что они поделены на несколько частей, чтобы быстрее загружалось. Дети очень любят иллюстрации. Художники очень хорошо иллюстрируют Олонхо. Весь материал находится перед вами. Дети не только читают, обсуждаем мы Олонхо, но после этого они в программе Перволога начинают создавать свои мультимедийные картины. Вот первая картина, например, которую создал ученик Сивцев Денис. Ему было тогда 11 лет. Он создал картину «Нюргун Батур спасает людей Срединного мира». Угу. Те, у которых есть программа Перволога, сейчас откроется. Угу. И мы сейчас посмотрим, как он первую картину создавал. Ну, конечно, немножко примитивно, но это первая картина. И он читает Олонхо. Мать Дениса говорит, что он начал активно знакомиться с Олонхо с большим интересом. Действительно, это богатырь спускается в Нижний мир спасать людей Срединного мира. Потом другие работы усложняются. Следующая работа очень интересна тем, что девочка уже посложнее делает работу. С нажатием одной кнопки все приходит в движение. Вот такие команды она создала. Потом она играет на хамусе. Скрябина Маша, ученица моя, создала несколько картин. Вот здесь она рассказывает о Олонхо уже. И белочка прыгает. Угу. Она нарисовала. Она читает на якутском языке Олонхо, а эта работа тоже посложнее. Это уже борьба богатыря с нечистыми силами. Уже она подбирает музыку посложнее. Она выбрала именно эту музыку после того, как просмотрела несколько вариантов. Таким образом, дети начинают не просто читать Олонхо, они уже думают, как же мне поинтереснее сделать работу, да?
После этого каждый раз у нас здесь словарь имеется, они обновляют, обогащают свой словарный запас. Язык Олонхо очень сложный, очень богатый. Потом они решают уже тесты. Они проверяют себя. И вот на другом конце связи я слышу восторженные ответы детей. Они «Аи Джонасю Гурьер Барай это Кмастара», это священное дерево Аллукмас. И далее. И ребенок уже в конце, когда получает 99% или 99 баллов или 100 баллов, он очень радуется этому. «Я справилась», говорит ребенок, например. Вот здесь находится очень много рисунков детей по Олонхо. Угу. И дети читают Олонхо и знакомятся с иллюстрациями, и им тоже хочется что-то сделать свое. Но при помощи программы Перволога они начинают создавать свои картины. Помещаются загадки. Очень много загадок. Якутские загадки очень сложные. Приходится иногда решать вместе с родителями. Сплачивает семью. Я прихожу в гости не только к детям, получается, но и всей семье. Я учитель всей семьи, получается. Каждый месяц, начиная с сентября, мы сначала знакомимся со знаком, символом месяца и благословением месяца. Это как бы якутская фэншуй, традиции и обычаи оберегают нас, и мы передаем это молодому поколению. Вот сентябрь месяц. Ученый Терис начинает рассказывать об этом месяце. Вот все это имеется у нас на портале. Но так как интернет не очень быстрый у нас, я покажу таким образом. Детям я показываю общим доступом, или они параллельно смотрим и беседуем мы. Когда в гости приходят ученые в дом, это очень замечательно. Дети часто возвращаются к этим видеоурокам и начинают даже играть в разные игры. Мы начинаем играть, потому что Саная рассказывает. В какую игру надо играть в этот месяц. Это очень интересно. Галина Семеновна и Лазер Афанасьев очень интересно рассказывают. Немножко тормозит мой ноутбук. Извините, пожалуйста. Таким образом, дети начинают уже интересоваться. Шьем мы костюмы, делаем бутафорию и выступаем перед зрителями. Они уже как бы представляют, театрализованное представление показывают. Кукольный, как бы кукольный театр.
Вот на экране наши движущиеся картины, и дети начинают свои выступления. А после выступления они начинают обсуждать, что же интересного было. Начинаем мы говорить, какие ошибки были, какие удачи были, и дети очень довольны. Некоторые недовольны своим выступлением, а в следующий раз я лучше это буду делать, они говорят. Только первую часть, да? Ага. И, значит, мы учились двигать руками, да, куклами и говорить. Ага. Вы чему-нибудь научились, да? Да. Вместе работать вы научились, это же хорошо, правда? Да. Вот Лена мне очень нравится. Она вот, мы звоним ей, приезжай, и она сразу же приезжает. То есть никак. Да? Я уже проработала. А про второй проработал, такие мне подсказывают. На самом деле, понравилось мне то, что вот она вот, это, то сказала, чтобы выучили бы с Александрой Денисовной, вот эти вот, мы выучили с ней. Это благодаря ей. Медаль, орден, Антония Васильевна. Ну хорошо, благодарный ученик, это очень Тоже хорошо. очень способный мальчик у меня, быстро же. Помнишь, как мы быстро один раз вот этого учили по иону? И один... Да, Лена, иди сюда, Лена торопится, конечно, она же хочет поехать. Да, Лена? Ну, она... Остановись, ты там столицу просто. Вот ласканый поведение. Сказала ей чуть-чуть. И все. Общее дело было, да, мы что-то делали, и главное, мы защищали честь школы. Даже республики. Даже республики, можно сказать. Москвы же приехали. Ага. Может, даже, может, вечером в новостях. Да, вот. Ничего нет. Таким образом, дети очень заинтересовались этим курсом и, я могу сказать, увлеченно занимаются. 2 раза в неделю я выхожу с ними на связь, а между этим они еще могут делать картины, подбирать, делать презентации, писать доклады. Таким образом, мы подошли к тому, что созданные нами куклы и еще некоторые куклы мы одолжили у театра. И мы рискнули делать свой мультфильм. Он еще не завершен, но я могу сегодня предоставить вам трейлер по этому мультфильму. Пожалуйста, обращаю ваше внимание на нашу работу. Мы сфотографировали более 1700 фотографий и исполняет Олонхо, ученик 10 класса, тотально слепой мальчик, Михаил Моисеев.
И мультфильм наш «Туналханнах Нюрдах Туяра Мако», это красавица Туяра Мако, заканчивается осохаем, круговым танцем якутов. Дети начинают, как я говорила, творчески работать, пишут доклады. И вот доклад Скрябиной Марии в прошлом году занял первое место в научно-практической конференции, где она подробно показывает, как работала она над созданием мультимедийных картин Перволога, как она получила движение, как она озвучивала картину, которую я вам давала посмотреть. Вот таким образом она все уже описала. Пошагово, как говорится, познакомила ребят, даже взрослых, как создавать вот такие движущиеся картины. Мой курс заинтересовал многих учителей в республике. Я давала, обменивалась своим опытом, и я согласна с профессором Галиной Семеновной Поповой Саная, что она объясняет причину популярности Олонхо. Стих Олонхо, она говорит, слагается в соответствии с природным ритмом восприятия ребенка. В Олонхо содержатся ключевые звуки, слова, фразы, раскрывающие культурные архетипы. Олонхо сложено народом по принципу взаимодополнительности логического и образного мышления. А я пытаюсь в своей программе представить Олонхо в наглядном виде. В наш информационный век необходимая литература у вас будет на одном экране. Картины художников, фото и видеотека, видеолекции, викторины, тесты, картины, словарь в одном месте. А мы будем в программе Перволога создавать рисунки и мультфильмы, озвучивать их. И путешествуем мы уже 2013 года в мир Олонхо. Как говорил в последнем своем интервью Олонхогут Петр Решетников, он сказал, что мало слушателей Олонхо, надо уметь слушать Олонхо. И я решила, буду готовить слушателей Олонхо. И я вот начала свой путь и хочу продолжить это. Благодарю за внимание.